Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшекшара. И сегодня в выпуске. От службы до министерства. Министерству по налогам и сборам Абхазии исполнилось. Говорят до вечера и послушать есть чего. В Доме Москвы в Сухуми начал свою работу фестиваль русской культуры. Помним, на физико-математическом факультете АГУ открыли лабораторию имени ученого Серапиона Кишмария. 14 апреля – день создания налоговой службы Абхазии. 29 лет назад председателем Верховного Совета Абхазии Владиславом Марзенбо было подписано соответствующее постановление. В декабре 2002 года служба была преобразована в Министерство по налогам и сборам. В Сухуми прошли торжественные мероприятия, посвященные праздничной дате. Репортаж Али Китрапш. Мероприятия, посвященные 29-й годовщине Министерства по налогам и сборам, начались с возложения цветов к мемориалу погибших в Парке Славы. 53 сотрудника ведомства принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии. 9 из них удостоены государственных наград. Министерство по налогам и сборам прошло длинный путь становления, развития и совершенствования системы в целом. Основная задача ведомства – контроль за соблюдением налогового законодательства страны всеми субъектами экономики, с тем, чтобы они своевременно и в полной мере вносили платежи в госбюджет. Всего в структуру центрального аппарата входят 10 управлений. Управление налогообложения физических лиц является структурным подразделением центрального аппарата, куда входит отдел налогообложения физлиц, инспекции по столице и районам. Управлением непосредственно организовывает работу отдела налогообложения физических лиц, инспекции Министерства по налогам и сборам по осуществлению контроля за соблюдением налогового законодательства физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Динамика по сравнению с первым кварталом 2022 года составила 127%. В суммарном выражении более 31 миллиона рублей. С каждым годом ведомству удается добиться превышения поступления сумм налоговых платежей в бюджет над другими источниками его доходной части. И такое положение является нормой для экономики любого государства. Показателем достигнутого уровня и успешной деятельности ведомства к текущему времени является стабильное выполнение и перевыполнение плановых показателей уже несколько лет подряд. За последние годы темп роста фактических показателей по налоговым платежам, которые администрируются Министерством по налогам и сборам, увеличивается. Так, к примеру, если сравнивать 2022 год с 2021 годом, то темп роста составил 126%. Если сравнивать с 2020 годом, 2022 год, то темп роста порядка 170%. Следует отметить, что за 2022 год плановые показатели были выполнены по всем регионам нашей республики и в целом по республике. Выполнение составило 122%, при динамике, как было сказано уже выше, 126%. Выполнение по итогам первого квартала 2023 года составило 132% в целом по республике. Все руководители и сотрудники управления Министерства по налогам и сборам добросовестно выполняют свои обязанности. Начальник управления налогообложения юридических лиц Артур Саманба более 20 лет трудится в налоговой службе. Сразу после университета, это моя первая работа, первый мой коллектив. Далее меня перевели в Гулрыбский район начальником отдела юридических лиц. Там тоже долгое время проработал. Сейчас тружусь здесь. Главная задача – это, соответственно, контроль за исполнением наших показателей по юридическим лицам. Мы производим отбор налогоплательщиков, юридических лиц по ряду показателей. После этого мы проводим налоговые контрольные мероприятия для того, чтобы улучшить ситуацию, скажем так. В разные годы налоговую службу возглавляли Беслан Куправа, Григорий Еник, Константин Озган, Адгур Лушба, Вахтанг Пипия, Рауф Цинцба, Даур Курмазия, Джансух Нанба. В настоящее время под руководством Михаила Габелия в ведомстве трудится около 200 человек. Министр Михаил Габелия поздравил коллектив Министерства по налогам и сборам с профессиональным праздником. Вот уже 29 лет налоговая служба осуществляет верные ей государством обязательства. Из года в год собираемость налоговых платежей возрастает, а значит растет ваш вклад в финансовую стабильность страны.
Пользуясь случаем, хочу сказать каждому из вас спасибо за ваш ответственный подход, за ваше упорство и труд. Мне, как руководителю, приятно быть в кругу профессиональных кадров. Хочу выразить огромную благодарность ветеранам налоговой службы, которые с давних пор и по сей день участвуют в развитии налогового органа и служат верой и правдой. В честь 29-й годовщины со дня основания ведомства лучшим сотрудникам министерства были вручены благодарственные грамоты и присвоены классные чины. Альга Трапшира, Мукамки, Абхазское телевидение. 15 апреля исполняется 29 лет со дня основания прокуратуры Абхазии. В преддверии профессионального праздника сотрудники ведомства во главе с генеральным прокурором Адгуром Агарба возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке Славы. Должность генерального прокурора была учреждена 15 апреля 1994 года указом председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Арзенба, а первым генпрокурором был назначен Андрей Джиргени. Именно эта дата считается днем основания органов прокуратуры республики. С учетом специфики и задачи прокуратуры, которую она исполняет, в первую очередь это обеспечение верховенства закона, защиты прав наших граждан, защита интересов общества и государства. Прокуратурой была проделана большая работа по укреплению законности и правопорядка в послевоенные годы. Было расследовано более 9000 уголовных дел, которые относятся к категории тяжким, особо тяжких преступлений, которые имеют общественный резонанс. Около 9000 было рассмотрено только заявлений и жалоб наших граждан. Также в прокуратуре в разные периоды послевоенных лет работали яркие ее представители, видные государственные деятели, среди которых первый генеральный прокурор Республики Абхазия, это Джиргени Андрей Михайлович, который внес большой вклад в становление и развитие прокуратуры. Это Кору Рауф Максимович, кавалер ордена Ахтзапша, это Ганба Сергей Дугужевич, который более 40 лет проработал в органах прокуратуры. Это также и военный прокурор, герой Абхазии, Начачеглы Владимир Еминович и многие другие, о которых сейчас говорить очень сложно. Они внесли очень большой вклад в развитие нашей системы. Уже сменилось не одно поколение, прошло 29 лет после войны. Сегодня к нам устраиваются на работу молодые специалисты, которые с отличием оканчивают высшие учебные заведения. Я считаю, что они сегодня обладают всеми качествами для того, чтобы в будущем быть востребованными специалистами. И, пользуясь случаем, я бы сегодня хотел поздравить всех своих коллег, ветеранов, которые долгие годы, много лет отдали служению в органах прокуратуры с профессиональным праздником, с 29-летием, со дня ее образования. Пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия. Ну и своим коллегам, конечно же, еще хотел бы пожелать выдержки, терпения в нелегком деле и силы воли в принятии непростых и сложных решений. С праздником, уважаемые коллеги! Указом президента Аслана Бжаня генеральному прокурору Абхазии Адгуру Агарба присвоен классный чин «Государственный советник юстиции второго класса». Следующим указом президента заместителю генерального прокурора Дамиру Квицине присвоен классный чин «Государственный советник юстиции третьего класса». По подозрению в убийстве Раджаба Анкваб задержан житель села Джирхуа Гудаутского района Садби Кокоскери, сообщает Генпрокуратура. Раджаб Анкваб был убит вечером 5 апреля в селе Багребста Гагарского района во дворе многоквартирного дома. Генеральная прокуратура завершила проверку на предмет законности строительства в Сухуми объекта по улице Кугоня, 11. Проверка проводилась управлением по надзору за исполнением законодательства по поручению генерального прокурора. По результатам проверки в администрацию города Сухум внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства Абхазии. Задержан гражданин Абхазии Беслан Адлиба, который подозревается в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбытии наркотических средств путем тайных закладок. Подробности в репортаже пресс-службы МВД.
У жителя города Сухум Адлиба Беслана Гивевича 1995 года рождения изъято наркотическое средство в особо крупном размере. Последний был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии совместно с отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста ПСО после пересечения государственной границы. Наркотик мужчина приобрел на территории Российской Федерации и ввез в Республику Абхазия. При личном досмотре у гражданина Адлиба изъято 5 заизолированных свертков, который он хранил в своем теле и собственноручно выдал в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых. В ходе проводимых в отношении задержанного дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УКОН МВД установлено, что гражданин Адлиба осуществлял незаконные приобретения и последующий сбыт наркотического средства в городе Сухум путем так называемых тайных закладок, обмениваясь геолокацией с лицом под псевдонимом Йосиф посредством мессенджера Telegram. При исследовании местности по улице Чанба в пристройке заброшенного дома обнаружена бутылка из-под йогурта, при осмотре которой сотрудниками милиции изъято в общей сложности 27 свертков, обмотанных в красную и белую изоляционную ленту. В свертках содержалось расфасованное в полиэтиленовый пакет вещество светлого цвета. Как пояснил гражданин Адлиба, данные свертки он хранил с целью последующего распространения, а за каждую сделанную тайную закладку получал вознаграждение в размере 500 рублей. Сделанные ранее закладки также по улице Чанба и в переулке Беслан Адлиба тайно размещал среди заброшенных строений под кирпичами, камнями и бетонными столбами. При исследовании указанной местности при участии задержанного и граждан, приглашенных в качестве понятых, сотрудники УКОН изъяли 5 аналогичных свертков с расфасованным в них светлым веществом. Согласно проведенному исследованию в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел, изъятое вещество является наркотическим средством мефедрон, общая масса которого составила порядка 54 грамм. Гражданину Адлиба вменяется незаконный ввоз наркотического средства в особо крупном размере на территорию Республики Абхазия, а также 2 факта незаконного приобретения и хранения с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных пунктом В части 3 статьи 224, пунктом Б части 3 статьи 224 прим. 1 и пункта В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики проводит следственное подразделение Линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии. Приказом Министерства экономики генеральным директором Черноморэнерго назначен Тимур Джинджоли, с 2007 года работавший директором СУЭС, а в системе электроэнергетики с 1996 года. Рамин Зингишвили освобожден от исполнения обязанностей генерального директора Черноморэнерго по собственному желанию. Министерство экономики подчеркивает, что это решение никак не связано с вопросом передачи перепадной ГЭС-2 в аренду. С просьбой об освобождении от исполнения обязанностей руководителя Черноморэнерго Рамин Зингишвили неоднократно обращался, в том числе в феврале и апреле 2023 года. С учетом существующего дефицита электроэнергии, восстановление перепадных ГЭС является приоритетным, говорится в сообщении ведомства. Министерством экономики, Комитетом по управлению госимуществом и приватизации Черноморэнерго проводится оценка технического состояния перепадной ГЭС-2. Также ведется разработка проекта договора аренды имущественного комплекса, который должен включать в себя положение о сохранении государственной собственности, обязательства по его реконструкции, эксплуатации, поддержанию технического состояния и передаче части вырабатываемой электроэнергии в энергосистему республики. В НИИ сельского хозяйства в Пекине есть эксперты, которые готовы предоставить абхазским коллегам препараты для лечения поврежденной на лыхнаште липы. С таким предложением обратился к одному из сотрудников госинспекции по карантину растений гражданин Китая, который долгое время живет в республике. С институтом уже связались сотрудники посольства Абхазии в России. Препараты абхазской стороне, возможно, передадут уже в ближайшее время. Гражданин Китая, который находится здесь несколько лет, работает, связан с сельским хозяйством. Он знаком с нашим инспектором КБП «Ингур». Они давно знакомы, и он его привел вчера сюда. Он болезненно воспринял то, что произошло 5 апреля, и поэтому предложил свои услуги. Сказал, что есть препараты,
которые могут помочь, ну, чтобы заживлены вот этой вот раны, которые нанесли. И предложил он, ну, дней 20, наверное, надо провести капельницы. Возможно, это поможет. Мы позвонили нашему послу Квитине Алхасу Алексеевичу. Он, конечно же, постарался и быстро он дал телефоны соответствующие. Мы передали туда, в Китай. А теперь мы ждем, должны поставить препараты сюда. В воскресенье, возможно, эти препараты будут здесь, в Абхазии. Да. Платить за этого ничего не надо. Он изъявил желание, ну, видишь, что это священное дерево для жителей Абхазии и всех живущих здесь. Он действительно близко к сердцу принял это. И он совершенно бесплатно, никаких денег он не попросил. Гуманитарный груз, собранный жителями Абхазии для пострадавших при землетрясении в Турции, а также помощь, выделенная президентом и правительством страны, доставлены непосредственно в район стихийного бедствия. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицидин, находящийся в рабочей поездке в Турецкой Республике. Там же находятся и некоторые депутаты абхазского парламента. Готовность оказать содействие в решении текущих вопросов по доставке гуманитарной помощи выразило посольство России в Турции, которое находится в контакте с представительством Абхазии в Турецкой Республике. Спикер парламента Лаша Ашуба посетил Сухумскую среднюю школу номер 14 в рамках работы в своем избирательном округе, где осмотрел школьный спортивный зал, который нуждается в ремонте. В этом округе также расположена и школа номер 6. В ней аналогичные проблемы. Как отметил Лаша Ашуба, вопросы благоустройства школ будут решаться поэтапно. Мы, принимая бюджет в парламенте, бюджет 2023 года, заложили часть средств на округа по городу Сухум, в частности, и на мой округ была заложена определенная сумма. И в конечном итоге долго думал, на какие нужды эти деньги определить, и пришли к выводу о том, что определим эти средства на нужды, связанные с ремонтом спортзала. Наверное, этих денег будет недостаточно для капитального и полного ремонта спортзала, но я уверен и убежден в том, что нам окажут содействие и власти города, и власти республики. Конечно же, в школе множество других различных проблем. Это и общий ремонт школы, и замена окон, замена кровли. Я думаю, что со временем мы должны содействовать в решении и этих вопросов. И я уверен и убежден в том, что выпускники 14-й средней школы, многие, кто сегодня занимается предпринимательской деятельностью, в том числе на территории Республики Абхазия и за ее пределами, окажут содействие в помощи школе. Помимо 14-й школы в нашем округе есть и 6-я школа, в ней примерно аналогичные проблемы. Ну, поэтапно будем заниматься и благоустройством, конечно же, 6-й школы. Мы хотим открыть секции здесь. У нас прекрасные педагоги по физкультуре, которые вот настолько вчера или позавчера Тимур Русланович, наш молодой педагог по физкультуре, он говорит: я допоздна готов работать. Я создам баскетбольную команду, не только которая будет отстаивать честь школы на уровне города, я, говорит, их буду вывозить за пределы нашей страны на различные соревнования. Конечно, это дает такой задел, и настроение поднимается. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба осмотрел еще ряд объектов, расположенных на его избирательном округе. В частности, пешеходную часть от улицы Акиртава до улицы Ладария, где недавно была уложена тротуарная плитка. По словам спикера парламента, впоследствии планируется продолжить работы по благоустройству одной из сторон тротуара, ведущего к Красному мосту. Напомним, что укладка тротуарной плитки была проведена силами и при финансовой поддержке администрации города Сухум, руководства коммерческого банка Амрабанк, а также за счет собственных средств Лаши Ашуба. Общественная палата Абхазии приняла участие в презентации международной деятельности Общественной палаты Российской Федерации. В частности, российские коллеги рассказали о наблюдательных миссиях на выборах в 10 странах мира. Мероприятие проходило в онлайн-формате. Подробности в материале Эсмы Гуланзе.
В рамках мероприятия члены Общественной палаты России подготовили доклад об итогах наблюдательных миссий за 2022 год в 10 странах мира. В их числе Абхазия, Южная Осетия, Ангола, Кения, Ливан, Сербия, Тунис и другие. Презентация объединила дипломатов, представителей МИД России, Центра избиркома, Межпарламентской ассамблеи СНГ. Со стороны Абхазии в презентации приняли участие глава ЦИК Дмитрий Маршания и члены Общественной палаты. Уже лет 15, как мы заключили вместе с Российской Федерацией Общественной палаты меморандум о взаимодействии и сотрудничестве. Конечно, для Абхазии, особенно для Общественной палаты, это большой опыт, особенно когда Общественная палата принимает участие в наших выборах, референдумах. Постоянно мы в контакте. Но я хотела бы подчеркнуть, что такой важный институт гражданского общества, как Общественная палата, для Абхазии вообще не ново, потому что у нас с древнейших времен существовал институт Совета старейшин, и общественное мнение всегда учитывалось, и свобода слова всегда приветствовалась. И в этом смысле, конечно, мы можем сказать, что эти форумы, которые сегодня происходят и у нас в стране, и в Российской Федерации, это еще раз подчеркиваю о том, что мы идем в правильном направлении. В своей речи председатель ЦИК Дмитрий Маршани отметил важную роль Общественной палаты России в наблюдательных миссиях на выборах в Абхазии. Мнение и оценка международных экспертов очень важны, ведь выборы играют значимую роль в становлении суверенной государственности республики. После развала Советского Союза именно волеизъявление абхазского народа привела нас к тому, что мы восстановили свою независимую государственность, и в 1994 году была принята Конституция Республики Абхазия, где была провозглашена суверенность и независимость нашей республики. Также хотелось бы в рамках данной темы отметить, что в 1999 году был всенародно избран первый президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба. И был проведен референдум, что касается волеизъявления народа, было в данном акте оглашено и был принят акт о государственном суверенитете Республики Абхазия. Как вы знаете, в 2008 году Российская Федерация признала независимость Республики Абхазия и был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. За последние 30 лет в Абхазии были избраны 4 президента Республики Абхазия и 7 составов парламента. Как вы видите, на основе волеизъявления народа были приняты основополагающие документы и были созданы государственные институты, которые характеризуют Республику Абхазия как правовую, демократическую и независимую страну. В рамках достигнутых договоренностей между общественными палатами Абхазии, России и Южной Осетии 12 апреля состоялся трехсторонний круглый стол в онлайн-режиме. По его итогам было принято решение о развитии и укреплении плодотворного сотрудничества. Эсма Гуланзе, Абхазское телевидение. Печальная весть. В возрасте 99 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Филипп Артюх. Об этом сообщает спутник Абхазия со ссылкой на внука ветерана. Филипп Иванович Артюх попал на линию фронта в 17 лет. В декабре 1942 года в бою под Владикавказом был ранен в ногу. Из-за ранения Филиппа Ивановича направили не на фронт, а в Абхазию на сооружение Черноморской железной дороги. 60 лет он трудился в строительстве. Именно здесь встретил свою судьбу, любовь с которой прожил 76 лет. 14 апреля исполнилось бы 90 лет почетному профессору, кандидату физико-математических наук, заслуженному работнику Высшей школы Абхазии, кавалеру ордена Ахцапша 3-й степени Серапиону Кишмария. В область научных интересов Серапиона Романовича входила физика, полупроводников и диэлектриков. Ученый ежегодно принимал участие в работе научных семинаров, научно-практических конференций АГУ, а также в научных конференциях Ленинградского педагогического института. По решению ученого совета университета на физмате открыта лаборатория имени Серапиона Кишмария. Репортаж Шазины Ханагу.
Честный, принципиальный, отзывчивый ученый-физик. Патриот Абхазии, который свою жизнь прожил достойно. Именно таким остался Серапион Кишмаря в памяти друзей и коллег. В кругу близких людей Серапиона Романовича часто называли Сергеем. В своем выступлении ректор АГУ Олег Угварами поделился воспоминаниями о знакомстве с Серапионом Кишмаря. Он сообщил, что ученый совет принял решение о присвоении имени видного ученого лаборатории молекулярной физики. Я думаю, это и для студентов, и для преподавателей, причем всего университета, не только физмата, будет служить тому, чтобы память о нем будет сохраняться. Трудовая деятельность Серапиона Кишмаря началась в Сухумском государственном пединституте в 1958 году, будучи еще студентом 4-го курса. Ученый более 60 лет работал на кафедре физики АГУ, занимая в разное время разные должности. Серапион Кишмаря начал свою научную деятельность, поступив в аспирантуру Ленинградского государственного пединститута имени Герцена при факультете физики по специальности физика полупроводников и диэлектрики. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук была успешно им защищена на специализированном совете Ленинградского государственного пединститута. Среди национальных кадров Серапион Романович стал одним из первых, кто достиг высокого научного уровня. Он опубликовал около 60 работ в различных изданиях Абхазии и в центральных научных изданиях России. Преобразованием пединститута в университет в АГУ стало возможным открытие научно-исследовательской лаборатории исследования электрофизических свойств полупроводниковых соединений по хоздоговору с Сухумским физико-техническим институтом. Лабораторией руководил Сергей Романович. Он непрерывно совершенствовал педагогические навыки, читал курсы лекции по общему курсу физики. Особенно ему был близок раздел молекулярной физики. Серапион Кишмаря смог организовать научную и педагогическую работу кафедры и поднять их на высокий уровень. Всегда был нацелен на воспитание специалистов высокой квалификации, как для работы на кафедре, так и в народном хозяйстве. Заведующий кафедрой прикладной физики АГУ Январби Экба предложил учредить стипендию имени Серапиона Кишмаря для лучших студентов-физиков. Во всех отношениях он готов был последний, как говорится, пятихат, последний рубль отдать другим людям, помочь в чем возможно. За это его уважали, за это его ценили, и любил он очень студентов. И когда грубого слова им не говорил, он старался всеми возможными способами дать им соответствующие знания, мог находить способы, как заинтересовать студентов, как заинтересовать молодежь. Серапион Романович пользовался заслуженным авторитетом как среди профессорско-преподавательского состава АГУ, так и среди студентов. Был постоянным членом ученого совета АГУ и ученого совета физико-математического факультета. Теперь студенты будут проводить лекции и практические занятия в лаборатории молекулярной физики имени профессора Серапиона Кишмаря. Шазина Ханагу, Михаил Боратухин, Абхазское телевидение. Фестиваль русской культуры и русского языка начал свою работу в Сухуми 13 апреля. Он проходит при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы. В первый день фестиваля в Доме Москвы состоялась книжная выставка, которую открыла дефиле русского костюма. Коллекцию представил известный в России собиратель и исследователь русского народного костюма Сергей Глебушкин. Затем прошла творческая встреча с Юрием Поляковым, советским, русским писателем, поэтом, драматургом, киносценаристом и общественным деятелем. Все детали у Лауры Капш. На книжной выставке, открывшей фестиваль русской культуры в Доме Москвы, было представлено 300 наименований книг различного жанра и направленности. 100 из этих наименований – это книги, выпущенные в рамках издательских программ правительства Москвы. Есть такие. Москва финансирует издание на конкурсной основе большого количества ежегодно. Это достаточно солидный грант для того, чтобы те книги, которые по тем или иным причинам
в основном экономические, не увидели бы свет в издательствах, они финансируются за счет города Москвы. Хочу сказать, что ежегодно с нашим участием, с участием правительства Москвы, мы передаем книги, передаем учебники в 2-3 школы, различные школы, каждый раз разные школы в Абхазии. Это было и в 2022 году, и уже я видел заявочку на 3 школы 2023 года. Это такое тоже скромное послушание. Годом ранее в нашем доме проводилась выставка «Москва литературная», где были представлены издания московских издательств, книг. И тогда мы выразили надежду на то, что подобные мероприятия станут ежегодными, а масштабы его будут увеличиваться. И сегодняшний день свидетельствует тому, что наши надежды были не беспочвенны. Огромная радость для каждого издателя, когда плод труда твоей компании, книга приобретает вторую жизнь, отметил генеральный директор издательства «Белый город» Константин Чеченев. Здесь собраны очень достойные книги по разным областям. Здесь и книги по и художественная литература, и литература историческая, книги для детей, для подростков, книги по психологии. А вот, наверное, вот на том стенде представлены книги, это серия «Русская классика». Многие издательства выпускают. Но чем хороша эта серия, что и подбор произведений, плюс вступительные статьи, комментарии пишут крупнейшие специалисты, которые именно знают данного конкретного писателя. Поэтому они очень могут быть вам полезны, как для такой работы конкретной, как для детей, так и для взрослых, потому что очень много интересных материалов, кроме произведений, в каждой книге опубликовано. Ну а после прошло дефиле русского костюма. Коллекцию представил известный в России собиратель и исследователь русского народного костюма Сергей Глебушкин. Это одна из самых крупных и значительных экспозиций в России. Это костюмы не сшитые, это костюмы, собранные мной в этнографических экспедициях. Этим я занимаюсь уже 35 лет. Пришел после армии молодым парнем и стал забирать костюмы. В коллекции у меня около 300 костюмов. Сегодня маленькая толика. То, что мы привезли нашу частичку души с России в Абхазию. Костюм же, ну что стоит? Костюм женский, праздничный, конец 19 века, Пензенская область, Земельческий район, село Кунударово. И, наконец, творческая встреча с Юрием Поляковым, советским, русским писателем, поэтом, драматургом, киносценаристом и общественным деятелем под названием «Зачем вы, мастера культуры?». Открыл эту встречу Юрий Поляков своими воспоминаниями об Абхазии. Осенью 1986 года я жил в Липше. Я был тогда главным редактором газеты «Московский литератор». Она тоже входила в систему, значит, литературной газеты, издательство «Литературная газета». И, ну, там мобильных телефонов не было, ничего не было. И вдруг я вхожу, и там дежурный говорит: вас там разыскивают из обкома комсомола. Вот, местного, из Сухума. Иду в кабинет директора, говорит: то уже много раз звонили. Значит, а что такое? Ну вот я сейчас вас, меня связывают. И там, говорит, я не помню сейчас, но представился он секретарем, вот, секретарем обкома, вот, такой голос, значит, и говорит: Юрий, ну там в комсомоле по отчеству, стараюсь друг друга не звать, говорит: я вас хочу поздравить, звонили из ЦК комсомола, вам сегодня присуждена премия Ленинского комсомола за повесть ЧП районного масштаба. У каждого есть какие-то места, связанные с детством, которые незабываемы. И одним из таких мест для Юрия Полякова стала Абхазия. Как август, мы садились в поезд Москва-Сухуми и до Нового Афона. И, конечно, я все это, значит, помню. И если первую книгу из цикла «Совдетство», здесь вот они представлены, там я рассказываю вот о своем этом переулке, где я вырос, вот эта часть Москвы, примыкающая к Лефортово. Вторая часть «Совдетства», она тоже там есть, это про пионерский лагерь и вот про эти отношения, которые всем, так сказать, памятны. То вот третья часть, которую я надеюсь выпустить в
августе этого года, там события происходят как раз в Новом Афоне. Писательская судьба Юрия Полякова на первый взгляд сложилась необыкновенно удачно. Его произведения занимают почетные места на полках книжных магазинов, издаются на разных языках, экранизируются, его пьесы ставятся во многих театрах. И все же на фоне, казалось бы, такой счастливой гладкой жизни его ругают читатели, любят и ругают заодно, за верность теме и стилю. Многие критики и журналисты обращают внимание на такую черту Полякова, как быстрая реакция на болевые точки общества. Смелость в высказывании своего мнения, отсутствие страха перед остротой вопроса или проблемы. На сегодняшний день у автора более 20 повестей и романов, более 12 экранизаций, соавторство в 3 сценариях. Один из них всеми любимый «Ворошиловский стрелок». Более 15 спектаклей по произведениям и несчетное количество публицистических статей, выступлений по телевидению. Мне звонит в один прекрасный день Станислав Сергеевич Говорухин, с которым я не был знаком до этого. Вот, звонит, говорит: я хочу предложить вам участие в фильме. Я вот сейчас фильм буду снимать по повести Виктора Пронина «Женщина по средам». Вот. Я говорю: ну так а что вы, значит... Я говорю: пусть и пишет Пронин. Он говорит: нет, понимаешь, мне нужен хороший автор диалогов. Я говорю: ну давайте попробуем. Я вообще не профессиональный драматург, кинодраматург. Я, конечно, что-то писал, меня просили, когда вот делали экранизацию. Ну давайте. И, в общем, все, так сказать, закрутилось, завертелось. Кстати, мало кто знает, что этот фильм «Ворошиловский стрелок», который впоследствии стал заниматься, он снят по повести Пронина «Женщина по средам», в основу которой лег судебный очерк, который он прочитал где-то вот в периодике. Всенародную славу Юрию Полякову принесли повести «100 дней до приказа» и ЧП районного масштаба, написанные в начале 80-х годов. Критики и читатели отмечают своеобразный и всегда узнаваемый язык произведений Полякова, наполненный аллегориями и метафорами, насыщенный тонкой иронией, незаметно переходящей в лиризм. «Козленок в молоке», «Сов детства», «Замыслил я побег», «Работа над ошибками», «Небо падших», «100 дней до приказа». Одним словом, все его произведения динамичны и читаются с большим интересом. Творческая встреча была оживленной, слушатели задавали вопросы, делились своими впечатлениями. Ну а после прошла автограф-сессия. Лаура Капшка, Мила Джопа, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Температура воздуха ночью 9-14, днем 17-22 градуса тепла. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом информационный выпуск Камшипшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.